Так. Thanks. Так, почему-то... Салматспа. Экограмотность. Почему-то наш спикер не может присоединиться. Все. Добрый день, Емеля. Как ваши дела? Как ваш настрой? Все отлично, как у вас дела? Тоже все отлично. Давайте тогда приступим к нашему прямому эфиру. Я хотела бы представить нашего спикера. Сегодня с нами Гульжамиля Камарова, экотренер, руководитель направления по международному сотрудничеству OUL, национальная волонтерская сеть. Добрый день, Гульжамиля, еще раз. Начнем с нашего первого вопроса. Сегодняшняя тематика «Один шаг к экограмотности». С чего можно начать путь к более экологичной жизни прямо сейчас? Да, это такой более практичный вопрос. Я бы хотела немножечко, буквально одно-два предложения сказать, что в целом, почему мы про экограмотность говорим, да, и после про экологичный образ жизни, да. Экограмотность — это, ну, прежде всего, здесь не нужно получать какое-то образование эколога, да, специально. Это понимание общих процессов, которые существуют в природе, и как человек, ну, в том числе, да, как часть этой природы, оказывает на нее влияние. И вот когда мы осознаем все эти процессы, тогда мы можем понимать, какое влияние мы оказываем и как мы можем снизить, да, негативное наше воздействие, чтобы продлить жизнь нашей планете. Вот. И уже возвращаясь к вашему вопросу, Айдана, с чего можно начать путь, как у нас вот недавно Рилс вышел, да, прежде всего это вот отказаться от одноразовой продукции, да, это те же самые, например, стаканчики у меня вот в комнате есть специальная бутылочка, на работе есть бутылочка. То есть, на самом деле, на волонтерских мероприятиях очень часто дарится, и я их, значит, в каждую сумку, в каждый шопер кладу, чтобы можно было в любой момент воспользоваться. Очень классная вещь. Прежде всего, это и безопасность для вас, вы знаете, ну, как бы вы сами ею пользуетесь, это и гигиена, это и проверенная продукция, вы знаете, из чего сделан, да, этот контейнер, или там шоперы, вот, у меня всегда с собой, они всегда чем-то заполнены, и на самом деле я всегда, если меня увидят на улице, я всегда с рюкзаком. Я практически, ну, не бывает, что я ношу женскую сумочку, потому что мне так удобнее и не нужно каких-то лишних вещей, пакеты, там еще что-то. Ну, и это и рюкзак еще и полезен, да, здесь нагрузка на обе части, значит, плечей, нету, значит, где-то перегруза. Это, ну, такое первое, да, значит, мы сокращаем использование одноразовой продукции, потому что оно, прежде всего, потом мы один раз воспользуемся, выбрасываем даже в мусорные контейнеры, а через сколько-то там лет, может быть, меньше, оно оказывается так или иначе, в том числе в Мировом океане, да, который сейчас уже очень много там зафиксировано таких мусорных островов. Энергосбережение сейчас вы можете видеть, ну, как бы очень часто мы еще привыкли, я дома от родителей замечаю, что даже если есть естественное освещение, да, со стороны солнца, мы еще как-то нам вроде темновато, потому что в Астане еще пасмурно, мы еще дополнительно включаем свет.
комнате. Мгм. И это дополнительное, получается, энергопотребление. У нас, мы знаем, ресурсы, они так или иначе скоро закончатся, поэтому даже с этого мы можем начать. И либо же в розетках мы оставляем включенными вилки, значит, провода. Это не только, это и небезопасно, если с точки зрения ЧС. Если вы зарядили, оставили шнур, то он продолжает получать эту энергию, электроэнергию, и может случиться возгорание в вашей квартире. Это, ну, прежде всего, также и безопасность ваша. Мгм. Ну и на ночь оставлять телефон тоже небезопасно. Случались разные случаи, да, когда и батарейка там расплавилась, или... Ну и это в целом вредно даже для устройства. Сортировка отходов — это большая, огромнейшая проблема для нашего населения. По себе скажу, у меня тоже с этим пока что я еще родителей к этому не приучила. Мы как-то еще пытаемся хоть как-то распределять, чтобы сейчас настаиваю, чтобы хотя бы пластиковые бутылки, да, там стекло отдельно, в отдельные пакеты складывались. И, конечно же, это вот острая проблема для Казахстана, это осознанное потребление воды. У нас в Казахстане, ну, мы знаем, что мы очень сильно зависим от соседей в отношении пресной воды. И, ну, в целом это грозит не только Казахстану, а вообще по миру, что количество пресной воды, ну, не так много осталось, к сожалению. Вроде как придумывают различные механизмы, как соленую воду, чтобы мы могли ее употреблять, но это очень дорогостоящие технологии, пока что они нигде не применяются. Поэтому нам прежде всего нужно задумываться о нашем будущем, о будущем наших детей, внуков. И не только самим осознанно потреблять воду, там, когда мы посуду моем, когда мы зубы чистим, но и этому прививать наших детей. Потому что мы можем замечать, когда учим детей чистить зубы, откроем воду, и они, значит, начинают баловаться. Им вроде как весело, но в то же время, если мы сразу покажем, как нужно, вот, можно со стаканчиком воды, да, учить чистить зубки. С этого, это вот первые такие самые легкие на самом деле шаги, которые каждый может начать делать. Мгм. Хорошо. Вы нам рассказали о разных эко-привычках, которые мы можем внедрить в свою жизнь и которые могут уменьшить наш экологический след. Какие эко-привычки могут повлиять не только на экологию, но и наше здоровье и финансовое благополучие? Как я уже говорила про многоразовую продукцию, да, вот, Мгм. к примеру, одноразовые стаканчики, которые в кафетериях мы покупаем. Редко, ну, во-первых, это, как бы там ни говорили, что вот эти бумажные стаканчики можно перерабатывать, ну, некоторые, так бывает, кофейни уверяют своих покупателей, но нет, они не Мгм. перерабатываются. И они не полностью бумажные, да, там все же есть пластик. И крышки. Мгм. Вот, на самом деле я, ну, года два назад, когда начала больше углубляться в изучение о видах пластика, ну, это вот мне просто интересно было. С этого начался мой путь к повышению своей грамотности. Крышки я начала замечать вот в кафе, когда вы приходите, заказываете кофе или чай, и есть всегда там пометка, какой это вид пластика, она всегда пластиковая. И Мгм. есть, бывает, что пластик номер 5, номер 6. Но оба, они, ну, не совсем безопасные, но пластик номер 6, он при нагревании уже начинает выделять некоторые вещества.
токсичные. А пластик номер 5, он хоть немного, ну, как бы он термостойкий считается, тем не менее, когда прям очень и очень что-то невероятно горячее и долго оно будет нагреваться, да, прям перенагревание, то он тоже может начать выделять. То есть, ну, здесь в данном случае это безопасность нашего здоровья в том числе. Ну и плюс это экономия денег. Вот, к примеру, некоторые кофейни делают скидочки, когда ты приходишь со своей тарой, со своим стаканчиком, и, значит, ты платишь меньше денег за напиток, который ты у них покупаешь, потому что ты со своим стаканом, они не несут, соответственно, расходов. Да? Экономия ресурсов, электроэнергия, опять же, да, ну, то есть логично, вы по счету будете получать меньше денег. Ну, и это касается осознанного потребления, и не только воды, то есть счет за воду тоже будет значительно меньше, у нас каждый год коммунальные услуги растут, что, в принципе, логично. Но в то же время мы сейчас, в том числе благодаря маркетологам, мы очень сильно следим за модой, да. У нас, в принципе, на пространстве СНГ есть такое устоявшееся мнение: встречают по одежке, провожают по уму. Это уже у нас и воспитано, и мы стараемся выглядеть соответствующе. И следить за модой, чтобы, ну, где-то, ну, как бы, когда приходишь в определенные мероприятия, чтобы тебя заметили, чтобы ты смог где-то что-то достичь своей цели, почему ты туда пришел, чтобы на тебя обратили внимание. И, к сожалению, мы покупаем очень много ненужных вещей. У меня, например, ну, вот, кстати, вот моя кофта, она у меня со студенческих лет. Я не помню, это был бакалавриат или магистратура, но магистратуру я закончила 7 лет назад. То есть кофте минимум 7 лет. И, ну, на самом деле, я сама по себе такой человек, что я не очень люблю торговые центры из-за массового скопления людей и шопинг. Но, то есть, на самом деле, если посмотреть за трендами, так или иначе, они все вот так вот возвращаются. И что очень классно, вот сейчас развивается такая профессия, как они, специалисты по подбору одежды. И можно даже за ними смотреть, за их аккаунтами, и они подсказывают, как можно свой уже купленный гардероб по цветам адаптировать уже к современным трендам. И на самом деле цвета плюс-минус, ну, сохраняются одинаковыми, да, то есть больших различий нет. На самом деле купить базу и не покупать лишнюю одежду, потому что мы ее потом выбрасываем, это опять же потом уходит на свалки. Вот. Ну, в целом вот так. Хорошо, спасибо большое. Какие экологические тренды вы видите в Казахстане и как они влияют на наше общество? Очень классно, мне вот даже вдохновляет то, что сейчас очень много говорят об экологии. Сейчас появляется все больше экоблогеров, и в том числе дети более внимательно, ну, им это интересно в том числе. Ну вот именно сейчас идет популяризация, да, вот в Казахстане именно экологического образа жизни. Это идет и в школах, много различных проектов по экологии. Это вот, ну, то, что я лично замечаю. И в том числе это все как бы поддерживается, ну, и бизнесом, и государством, ну, выделяется на это деньги. И для меня это, ну, как бы уже хороший показатель. Братишка у меня тоже, ну, как бы иногда задает вопрос. То есть для меня, ну, хоть я с ним не так часто разговариваю об этом, да, но
А, Для меня это уже Интересно. показатель, что если ребенок увидел там, он видит в ТикТоке, видит в Инстаграм, да, и значит есть спрос, есть этот контент, и он достаточно популярен. И вот, например, у нас есть моя коллега в Алматы Пакизат Сайлаубекова, она эколог, и если посмотреть за их мероприятиями, которые проходят в Алматы, это ну, невероятно. Огромнейшее количество людей приходит, и у них, например, мероприятие по сортировке мусора, где люди приносят уже отсортированный свой мусор на переработку, в том числе старое масло, да, и это показывает, что люди уже становятся осознаннее, действительно эта культура прививается, у нас баки начали появляться для пластика, отдельные для там, лампочек, батарей. Мгм. Это, конечно, ну, не решает глобальных проблем, но это уже радует. Мгм. Хорошо. А что вы можете сказать о переработке мусора? Например, разделение мусора вообще. Как этот тренд у нас вообще развит, не развит? Ну, на самом деле, ну, здесь прежде всего зависит от региона. В крупных городах это более популярно, нежели говорить о моногородах, о сельской местности, да. Мгм. Там в крупных городах больше проводятся мероприятия информационного характера, больше вовлекается население, да, во все это. А, Сейчас уже, ну, есть заводы, которые занимаются переработкой, есть специальные предприятия, которые принимают определенную продукцию на переработку, да, уже отсортированную. Они публикуют информацию, какие виды бутылок, пластика, стекла. То есть даже если тара стеклянная, то, ну, как бы не все виды стекла принимаются, да, там еще по цвету отличается. И я бы очень хотела, чтобы каждый, кто посмотрит эфир, там, погуглили, поискали в своем регионе, в месте проживания такие предприятия и начали бы сдавать продукцию, Мгм. будь то даже бумага. У нас в прошлом году был интересный проект со школьниками. Он был связан с обучением реагированию на разные виды ЧС и вопрос и адаптации жизни к изменениям климата. И у нас было 2 недели экологии, ну, в связи с, когда мы изучали вопрос изменения климата. И что очень классно, вот приведу пример, это город Павлодар, школа имени Ташенова. Там с учителем вместе детки, значит, в школе поставили контейнеры для сбора старой бумаги. Мгм. Тетрадки, значит, листы, распечатки, они все собрали, сдали специальное предприятие, где принимают бумагу эту. И вот денежки, которые они получили, вознаграждение за это, они использовали как на благотворительность в детский дом. Мгм. То есть дети не только, они, причем сами инициировали, они ходили по классам, рассказывали и собирали эту бумагу, но вот еще и, получается, стали благотворителями. Для меня это очень классно просто. Еще у нас был интересный кейс, что после проекта Big Green у нас координатор встретил в торговом центре детей. Они раздавали листовки про экологию и призывали, и просили, чтобы на витринах их рисуночки повесили, где они призывают людей к там, вот, сортировать мусор и вот, ну, вот эти вот эко-привычки, которых мы обсудили. И представьте, это они маленькие, получается, где-то 5-й, наверное, класс был. Это настолько мило, они сами нарисовали и ходили, просили продавцов повесить у них на витринах. То есть, ну, Мгм. мне классно. Да, это, думаю, вообще очень отличный тренд, то, что сейчас дети очень интересуются вообще экологией, защитой природы и высказывают свое мнение.
И я думаю, то, что у нас очень много волонтеров, которые работают и в вашей организации, и в других, помогают. Субботников также очень много стало. Я думаю, это отличное вообще развитие. Вот. Тогда хочу просто поблагодарить вас за данный прямой эфир. Спасибо, что уделили нам время. Спасибо, что рассказали нам о разных эко-привычках, которые мы можем внедрять в свою жизнь. Вам спасибо большое за приглашение. С наступающим праздником. И вас также. Спасибо большое. До свидания. До свидания.